Салям, дослар, меня зовут Рената Столярова, и это передача «В родном краю родные люди». Сегодня мы с вами узнаем о традициях и обычаях татарского народа. Разобраться в тонкостях татарской культуры нам поможет Айдар Газизулин, заведующий молодежным центром в Альметьевске. Салям, Айдар. Ассаламу алейкум, хурматлы кунаклар, Айдар студиян үзегез тылсымлы бүлмәдән башлыйбыз үзебезнең сәяхәтебезне. Расскажи, пожалуйста, какие мелодии ты играл, как они переводятся, как они звучат на татарском языке? Это плясовые, Ümmü Gülsüm, прежде всего, татарская народная, самая моя любимая песня. Почему она любимая? Потому что это песня, так скажем, ну, я так называю, посвящается моей бабушке. Мою бабушку также звали Ümmü Gülsüm. И хочу подметить то, что она тоже играла на тальян-гармошке, исполняла вот эту песню. И вот с детства прививала мне вот эту вот музыкальную культуру. И вот в детстве мы танцевали, она играла. Это было самые красивые, яркие моменты в жизни. Самый любимый предмет в детстве, вот, когда я еще учился в школе, это татарский язык и татарская литература. То есть вот эти предметы научили как раз-таки ценить, еще больше ценить культуру, татарский народ и вообще все традиции. Айдар, расскажи, пожалуйста, что такое монлы на татарском языке? Как это переводится? Имеет ли какой-то аналог в русской культуре? Монла не переводится, поэтому не можем мы сказать, что она лирическая, но она эксклюзивная. То есть мон — это присуще татарскому народу, татарскому певцу, да, вот это вот с мелизматикой, вот это вот красивое исполнение мелодии, красивое исполнение песни. Вот это вот как раз-таки относится к татарскому народу. Жители села всегда перед домом сажали рябину. Милеш агачы утыртканнар. Это вот от каких-то злых духов спасал вот это вот и являлся таким талисманом. Айдар, расскажи, когда мы заходим в татарскую избу, что там точно можно увидеть? Очень много национальных узоров. То есть какие-то ковры, какие-то национальные полотенца. Обязательно такой королевский элемент — это самовар, так ведь на столе стоит. Вот расскажи об узорах на тюбетей. Вот что вот национальные татарские узоры значат? Каждый может по-своему это озвучивать. Для меня вообще национальный вот этот вот головной убор является талисманом. Он меня охраняет. Невозможно не побывать на выставке музыкальных инструментов и не попробовать что-нибудь интересненькое. А вот этот инструмент, дождевая флейта, очень похож звуком на дождь.
о чем эта песня? Кому она посвящена? Ну, эта песня, получается, про любовь. Ну, в нашем возрасте о чем кроме думать, кроме любви. Поэтому я написал. Ну, больше всего это про мою девушку написана песня. А как она оценила? Да. Все понравилось. А как зовут девушку? Алия. А ты можешь передать ей привет? Алия, я тебе передаю большой привет. Я тебя очень сильно люблю. Мин үзебезнең татар инструменты гармунда уйнадым. Бу безнең әби бабаларыбыздан килгән, сакланып калган уен коралларының берсе. Мин инде үзем 9 класстан бирле өйрәндем. Һәм инде музыка көллиятендә укып чыктым. Һәм хәзердә төрле бәйрәмнәрдә алып, гармун белән рәхәтләнеп, туганнарны, дусларны, танышларны җырлатам. Миңа бу бик тә ошый. А сейчас мы с вами отправимся в молодежный центр и попробуем национальные татарские блюда. Один из традиций татарского народа – это перед Сабантуем сбор подарков. То есть это сурян сугу, буляк жию, собирают подарки, собирают яйца, платки, полотенца. А полотенца как раз-таки вышитые самими жителями. А вот это вот полотенце называется казан сүлгісі, казанское полотенце. Расскажи, какой твой любимый способ заваривания чая? Я обычно завариваю черный чай, крупнолистовой. Хороший чай покупаем именно на базаре нашего города Альметьевска. И туда добавляем травы. Мята и зверобой. То есть вот то, что я добавляю, мята, зверобой и немножко, значит, листья смородины. Туда добавляем ложечку сиропа топинамбура. Эдегес шейшерге. Правильно? Да, говорят, көп сөз сөйлегенше 10 филарға көшірге керек. Соған давайте будем пить чай. Очень гостеприимный народ у нас в Татарстане живет. Гостеприимство заключается в том, что вот гость, если придет в гости в дом, да, или кому-то там в гости от насельчанина, или в город приедет, да, татарской семье, то принято пить 2 чашки чая. К чаю подаются вот эти вот очень сытные десерты, очень сытная выпечка, треугольник, кубадия. Бисмиллахир-рахманир-рахим, аузубиллахи минаш-шайтанир-ражим. Аллах Тағала кәймің рахмат яңа бүгін күн үшін, яқты күн үшін, һәм шушы табыннарыбыз вақытыда мол болсын. Білімшілән, білмешілән гүнахларыбызны кешірә күр. Я ғани, я қафи, я ризық, я фаттақ бергәніңе мың шүкір. Аллах акбар. А что это значит? То есть мы поблагодарили Аллаха за вот этот вот нашу мирную жизнь, за то, что у нас есть такие столы, есть такие блюда, что у нас есть возможность двигаться, жить, радоваться, встречать гостей. Бик зур рахмет, Айдар. Большое спасибо за гостеприимство молодежному центру. Исән сау булыгыз. Сезнең нурлы йөзләрегезне киләчәктә дә күрергә насип булсын. Кунакка килегез. Безнең ишекләребез һәрвакытта да ачык. С вами была Рената Столярова и передача «В родном краю родные люди». Чтобы не пропустить наши следующие выпуски передач, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. До встречи!